это самое. И у меня совпало все это очень удачно. Я люблю пчел, у меня есть свои пчелы, я сделал диссертацию на пчелах. Я специализован как ветеринар и в основном заболевания на пчелах. И в данный момент, когда есть возможность, занимаюсь наукой. Ferroscience уже второй год в Грузии сотрудничает, то есть мы сотрудничаем вместе. И основной фокус в данный момент на Torpedo Labs. Но в этой презентации я хочу классические заболевания пчел, которые во всем мире проблематичны. И у меня вот вчерашний опыт тоже показал, что и тут тоже они у вас существуют, и есть какие-то трудности. Я хочу покрыть их. Это варотоз, азематоз, вирусные заболевания и американский клинец. Основной фокус будет на варотоз. Дело в том, что вот пчеловоды, когда я провожу какие-то семинары, они все готовы записать новое наименование нового препарата. Потому что они знают, что я ветеринар, и я должен им просто сказать новое название препарата, которое они очень легко будут использовать в уле, и это все решит. На самом деле проблема в том, что в пчеловодстве все заболевания, они очень зависят от биотехнологии, от технологии, как пчеловождение вообще происходит на пасеке. Все это решает и судьбу заболеваний. И у меня всегда фокус на пчеловождении. Это, к счастью, это в пчелах так. И это объясняется тем, что пчелы, они до сих пор дикие, они не домашние животные. Мы просто узнали, что они могут строить соты в рамках, и сумели их просто запихнуть в улей. На самом деле они всегда на улице находятся, мы не можем их изолировать. Если вот, например, сравнить с другой отраслью сельского хозяйства, птицеводства, свиноводства, скотоводства, не имеет значения. Абсолютно все они могут быть контролированы, и все мы можем в ферму запихнуть, сделать так, чтобы никакого доступа к микроорганизмам, паразитам и грызунам, например, у них не было, а с пчелами так не бывает. Они свободны. Они летают, они всегда сами находят этих паразитов и заболеваний. И стратегия лечения пчел и как избавиться от заболеваний или как сделать эти заболевания приемлемыми, чтобы они не уничтожали пчел, и мы умели жить с этими заболеваниями, это очень важно. Это самое главное понятие для пчеловодов. То есть мы должны понимать на одно. Должны понимать, что эти заболевания существовали тысячами лет назад, пчелы умели справляться с ними, и если у нас какое-то заболевание возникнет, надо подумать, лечим мы или делаем какой-то технологический маневр. Вот в случае варватоза эта формула не работает, потому что наши пчелы к варватозу не привыкшие. Варватоз для них знаком всего 100 лет, даже не 100, меньше. В Советский Союз варватоз пошел в 70-е годы. И это заболевание точно нуждается в химической борьбе. Но и тут не исключается биотехнологический метод. Мы знаем, что